Салям алейкум, добрий день. Сьогодні ми в Дамаску і поспілкуємося з воєнним кореспондентом, журналістом Фаруком Шамі, який проживає тут майже 10 років. Поговоримо з ним про суспільну ситуацію, про соціальну ситуацію, поговоримо з ним про життя, яке було під час диктатури і після її повалення. Отже, зустрічаємо. Салям алейкум. Алейкум салам та баракатух. З Фаруком ми будемо спілкуватися російською мовою. Фарук, Чохсагу, спасибо тебе огромное, что нашел для нас время. Хочу с тобой сегодня немножко поговорить о том, как здесь менялась жизнь в Сирии во время предыдущего режима, как было, как сейчас становится, как происходило освобождение. Но прежде чем мы начнем, я знаю, что мы находимся в очень символическом, знаковом месте. Расскажи, пожалуйста, что это за место? Мы находимся сейчас в мечети Амиядов. Эта мечеть известна тем, что она раньше была церковью, когда исламская армия заходила с двух сторон в Дамаск и предложила сдаться жителям Дамаска. Здесь жили христиане. Здесь вся вот эта площадь, она была огромной церковью. Одна часть Дамаска, они сдались, и, соответственно, все их имущества, церкви, все сохранились. Другая часть, она не сдалась, и с боями исламская армия зашла, и вот это все, она стала мечетью. И после этого это стало как центральной мечетью для халифата Амиядов уже, и тогда их, вот эту мечеть назвали Амиядской мечетью. И кто бы Дамаск не освободил, эта мечеть становится вот освобождением, да, или же символом для освобождения, вот так вот как-то. Сколько лет этой мечети ориентировочно? Ну, этой мечети больше, чем ислам, потому что это здание, да, так скажем, реставрации бывали, но эта церковь была, она очень старинная, вот больше 1500 Даже лет. больше, чем ислам? Да, конечно. Я знаю, что ты приехал сюда и живешь почти 10 лет в Сирии. Почему ты приехал, откуда, если можешь рассказать? Ну, я вообще-то вырос и учился в России, и когда вот эта вся тема здесь началась, восстание народа и вот эта бойня, которую учинял режим Башара Асада, самолетов, ну, разного рода бойни мы видели. Вот. И, конечно, как мусульманин, как человек, которому не безразлично в целом общество, я не мог это все смотреть и терпеть, будучи в хороших условиях. И решил приехать, самому увидеть и чем-то, если смогу, помочь этому народу. Расскажи, пожалуйста, какой была жизнь вот до освобождения, да, мы сейчас говорим, до декабря 2024 года, какой тогда была жизнь, о каких городах мы можем говорить, и какими были тогда условия для жизни? Почему, вот, в чем проявлялись эти репрессии, кроме тех ситуаций, о которых мы знаем, да, это тюрьма Сидная, тюрьма Адра, вот эти все пыточные, возможно, то, что касается социальной составляющей жизни. Что касается вообще страны, то страна была чуть ли не военной страной. То есть, когда восстание началось, практически все инфраструктуры остановились, вот где-то частично, где-то полностью, и страна превратилась в некую военную страну. А если вы заметили, в какой бы город ни заходили, там военные базы, военные инфраструктуры, то есть военных инфраструктур больше, чем обычных гражданских. Вот. И, соответственно, люди жили в страхе, особенно после восстания. Сирия – это такая местность, в которой постоянно восстания происходят. Например, после французской оккупации сирийцы через несколько лет сразу же восстали. И здесь, то есть, если просто Википедию откроете, там серия восстаний происходила в Сирии, да? Каждый раз она подавлялась очень жестоко. И последнее восстание, до этого восстания, было в 80-е годы, где режим Башара Асада, вы в городе Хама были, да? Да. Кстати, там мы видели постамент, был, на котором раньше стоял памятник Хафизу Асаду, его сбросили. А сзади мы увидели вот мозаику, нам показали, как раз сюжет из революции, восстания против французов. Вот в 80-х годах против Хафиза Асада восстали люди. И в городе Хама? Не только в городе Хама, но основной точкой стала город Хама, потому что туда скапливались со всех провинций, чтобы оборонять город. Но как это обычно бывает, под мировое просто молчание город был снесен с лица земли. Как сообщают, более 70-80 тысяч людей потерялись, пали шахидами. Тела 40 тысяч нашли, остальные пропавшие без вести. Вот. После этого сирийский народ готовился, и страна была в состоянии, как сказать,
военном состоянии, но не так, как после восстания уже в 2011 году. Когда уже в 2011 году люди начали на митинги выходить, ужесточились, и, соответственно, люди, где бы ты людей не видел, они жили в страхе. Ну, когда с людьми просто пообщаешься, они говорят, что мы боялись просто даже друг с другом разговаривать про политику, про войну, там, про еще что-то. То есть обычно бытовая жизнь, проблем нету, но вот когда про политику или власть начинаешь разговаривать, такое ощущение, что даже стены слышат. Я перебью, извини. Ты говоришь сейчас о этих страхах. На самом деле меня просто это наталкивает на мысли, какие-то такие сравнения. Мы работаем информируем в том числе про оккупированные территории, про оккупированный Крым. И вот в 2014 году в Крыму Россия начала размещать уже свои военные базы. Там очень много военных баз, очень много российских военных. И люди также боятся разговаривать. То есть, знаешь, такая вот параллель сразу складывается. С тех моментов, когда вот с сирийцами общаешься, они говорят, мы как будто были в большой тюрьме такой. То есть тебе нельзя ничего делать. Даже за границу кто-то, если хотел ехать, да, разрешение нужно от мухабарата, от спецслужб, от этих, от других. Просто за рубежом, если кто-то захочет учиться, там целую бюрократию он должен проходить, кому-то взятки давать, кому-то это давать. То есть такая система была. Вот. И даже когда освободили определенные здания спецслужб, там находили там досье практически на каждого сирийца. Досье есть. Чем он занимался, что он говорил, как себя вел. То есть, ну, примерно в милитари стране жили люди. Вот. А в определенных как бы бытовых моментах до восстания действительно не было так уж плохо. Вот. Некоторые продукты были дешевыми, больницы были бесплатными, как говорят. Но в то же время вот эта милитаризация страны людей сподвигла на то, что они все вместе встали. Фарук, а в каком городе ты живешь в большую часть времени, скажем так? Все эти годы мы были в провинции Идлиб. В провинции Идлиб. Да. Насколько я знаю, Идлиб это такой центр оппозиции, да, был всегда, я имею в виду вооруженной борьбы, центр вооруженного сопротивления диктаторскому режиму. Ну, с 2016 года так получилось, что центром стал Идлиб из-за того, что с остальных мест начали эвакуироваться оппозиционные группы и скапливаться там. А до этого были в разных частях, как мы знаем, в 2013 году 70% Сирии был под оппозицией до определенных событий, там, с появлением там, ИГИЛ, там, с появлением других группировок, поддерживаемых там, Америкой и других. 70% Сирии было. Но с 2016 года из-за больших поражений повстанцев они все скапливались в Идлибе. И получается, они оттуда новое государство строили. И вот это правление, которое мы сегодня видим, правительство, оно все образовалось в Идлибе. И они просто перенесли это правительство здесь из-за его успешности и функциональности. Да? То есть она намного лучше функционировала, чем режим Башара Асада, его правительство. Когда начались события в декабре 2024 года, освобождение начало происходить очень быстро, и контроль начал устанавливаться, эффективный контроль очень быстро. Для меня, вот как для гражданина Украины, это большой пример в плане того, что мы должны также этот пример взять для себя, для работы с оккупированными территориями, когда мы их будем освобождать, когда наши силы обороны будут их освобождать. Но вот, по твоему мнению, что стало вот такими точками успеха, вот почему так сложилось здесь у сил сопротивления? Во-первых, единство народа, которое сплотилось, да, это в 2016 году большие поражения друг за другом приходили. И где-то в 2017 году вот это Хаят Тахрир Шам ХТШ, которые говорят, это не одна группировка, как часто это в пропаганде говорят, это множество группировок, которые объединились, и народ вокруг этой группы объединилась. И так получилось, что с 2017 года народ вокруг этой группы, этого джамата объединилась, и все ее инициативы народ поддерживал. Например, социальные инициативы, военные, инфраструктуру, образовательную. И так получилось, что когда в 2017 году было объявлено о правительстве спасения, сам народ поддержал это правительство спасения. Сам народ, самые лучшие специалисты из этого народа начали помогать этому правительству. Инфраструктуру готовили с 2017 года. Это единством народа. Конечно же, это жертвенность. Они за ценой не стояли, то есть они не боялись отдавать эту цену. И стойкость, то есть все эти годы эти люди, они стойко жертвовали, да, стойко стояли и жертвовали, зная, что рано или поздно эта победа придет. Когда началось освобождение, параллельно шла российско-украинская война, такая полномасштабная уже, да, то есть с 14 по 22 год это была такая
менее активная фаза. В 2022 году началась очень активная фаза с использованием ракет, массированных обстрелов и так далее. И в декабре 2024 года в Сирии начинается освобождение. Есть ли здесь связь в плане того, что стало ли это вот в том числе переломным моментом для освобождения, для того, чтобы ослабло, возможно, российское военное присутствие здесь и ослаб, соответственно, сам диктаторский режим Башара Асада? Ну, безусловно, если посмотреть на геополитику, да, на все, что в мире происходит, она взаимосвязана. Что-то здесь происходит, влияет на другую часть. Конечно же, это повлияло и украинская война, и война в Газе. Это все взаимосвязано, и, соответственно, она действительно повлияла. И Россия пересмотрела множество своих первостепенных целей. Надо ли, у нее в Курск зашли украинская армия, условно говоря, недавно, а ей там предлагают защитить Сирию, Башара Асада, да, кресло Башара Асада, если быть точнее. Вот. И, соответственно, она тоже, Россия, выбрала свою страну, нежели кресло Башара Асада. Я считаю, что повлияло. И на ослабление России в целом, и, не скажу на ослабление, но на ее дальнейшие ходы повлияло. Фарук, что ты знаешь о участии российских военных в военных преступлениях здесь, на территории Сирии? Мы знаем, что были бомбардировки, в частности, и города Хама, о котором мы с тобой разговаривали чуть ранее. Мы видели район, который в 80-х годах по приказу еще Хафеза Асада должен был обстреливаться. Но если говорить о других каких-то эпизодах участия российских военных, что ты нам можешь рассказать? Вы были в городе Алеппо, например. Восточные кварталы полностью уничтожены. Я был свидетелем того, что этот город ежедневно был под обстрелом российской авиации, да, под бомбами, и мы фиксировали ежедневно более 100 человек погибало. То есть это было просто ужас. Это реально ужас, когда ежедневно тебе приходится вот в цифрах писать количество погибших, и ведь это же не просто цифры, это же судьбы людей, это жизнь людей, и это очень тяжело. И, соответственно, я был свидетелем того, как в 2016 году российская авиация разбомбила рынок в Идлибе. Более 150 человек погибли, это в месяц Рамадан, очень много погибших было, это просто бойня была. Вот такого рода эпизодов действительно много, и как можно на это все смотреть, конечно же, отрицательно, это безумие просто. У тебя не складывается впечатление, что Россия систематически старается преследовать мусульман? Вот сейчас мы с тобой находимся в Сирии, да, и говорим об этом. Про оккупированный Крым мы можем об этом говорить. Про Херсонскую область, часть Херсонской области, которая оккупирована, где живут также крымские татары, турки, месхетинцы. Они также, мусульмане, подвергаются преследованию. Отдельным эпизодом можно говорить о Чечне, о Дагестане. Как ты думаешь, чем это может быть вызвано? Почему вот такие одинаковые истории в разных географических точках? Это имперские замашки, перед которыми никто не стоит, и как раз-таки жертвами становится каждая сторона, слабая сторона. Вот. И если у тебя нет силы, ты, конечно, будешь жертвой, неважно, ты мусульманин или нет. Это Россия прекрасно показывает на фоне Украины в целом, да. Вот. И она историю свою последнюю, с 2008 года показывает, что именно своими амбициями она готова жертвовать любой народ. Мы были в Идлибе, в Алеппо, были в Маалюле, мы общались как с мусульманами, так и с христианами. Но все они говорят одно, о том, что сейчас они живут свободно, сейчас они радуются этому. Прошло, третий месяц пошел, да, после свержения правительства и по состоянию на март. Я хочу у тебя спросить, о каких проблемах мы сейчас можем сказать, какие вызовы сейчас стоят больше всего перед сирийским народом? Конечно, в первую очередь это вызовы тадахуль на арабском называется, это когда чужие страны заходят и пытаются здесь как-то дестабилизировать. Вот последняя попытка переворота, это вот Иран как раз-таки участвовал в этом, да. Вот, это одна из самых больших бед Сирии на данный момент, потому что хотят растерзать Сирию
С одной стороны, там Израиль хочет, с другой стороны, там Америка взяла, да, с третьей стороны, там, Иран там что-то пытался сделать. Вот это одна из самых больших проблем, потому что это дестабилизирует регион и создает ненависть между разными людьми, да, межконфессиональная ненависть создает. Вот. Это одна из самых, наверное, актуальных проблем. После этой проблемы это, конечно же, инфраструктура. Инфраструктура 70% где-то страны разрушена. Вы сами вот могли поехать, посмотреть. Мы видели, я просто вдобавок хочу сказать, что мы вот с моим коллегой Имраном, который за кадром, мы когда были в окраинах Алеппо, Идлиба, просто был поражен тем, насколько вот населенные пункты, призраки, вот они просто пустые. Пол Дамаска также, если вы посмотрите районы, там, Мухайям Ярмук, например, там люди живут, ну, буквально там из большого квартала один дом может целый. В том смысле целый, а в том смысле пригодный для жизни. Там они салафанами там укрываются там, и как-то выживают из-за того, что других домов нету. А если вы посмотрели Хомс, город Хомс, там половина города просто ну, не способна просто принять никого. Вот. И так можно сказать про любой город. Да? То есть это инфраструктурный кризис, реальный кризис. К этому добавляется еще и бедность, то есть отсутствие рабочих мест и отсутствие инвесторов. Инвесторы отсутствуют из-за того, что разные страны пытаются здесь дестабилизировать и не дают стабилизировать ситуацию. Да? Но новые сирийские власти сейчас работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и в целом работают как раз-таки на то, чтобы быстрее привести в страну инвесторов и поднять заново вот эти инфраструктурные издания и рабочие места, чтобы были. Когда мы были в Алеппо, нам удалось пообщаться с сирийцами, которые возвращаются с территории Турции, с территории других стран. Они сейчас ищут жилье, потому что у части из них свое жилье, которое было оно разрушено, либо непригодно для жизни. Насколько вот большой поток сейчас людей возвращается, сирийцев, к себе обратно в дома? Ну, ежемесячно, это то, что я слышал, больше 100 тысяч людей возвращаются. Ежемесячно, это вот то, что я слышал. А так, проблема инфраструктуры, как я уже говорил, Сирия не способна всех их принять сейчас. Их дома разрушены. Режим Башара Асада как раз таки вместе с российскими самолетами очень сильно постарались, чтобы у людей не было просто места, куда бы могли они возвращаться. Сейчас люди со своими палатками приезжают там, на свою землю, где их дом разрушен, условно, туда ставят палатку и сидят там, пытаются что-то придумать, чтобы восстановить свой дом. Ну, примерно вот такое положение, чтобы всех вот эти более 10 миллионов это внешних беженцев, насколько я знаю, вот, а внутренних, ну, где-то 15 миллионов, по-моему, вот это население, оно является беженцами. И из них где-то 10 миллионов не имеют жилья. То есть это реальные цифры. Если ты просто посмотришь дома, там другие места, дома разрушены. Некоторые дома непригодные для жизни. Вот. А гуманитарные миссии заходят сюда, например, ООН, Красный Крест? Из-за санкций не заходят. То есть обычно гуманитарные миссии должны это все покрывать и что-то делать, но, как мы знаем, на режим Башара Асада поставили санкции, и большинство организаций или же стран, тот же Катар хочет сделать вложения, да, или же помочь сирийскому народу с восстановлением их страны, как минимум, чтобы хотя бы помочь с оплатой госрабочих, да, госсотрудников. Этому не дают делать именно санкции. То есть те санкции, которые были наложены на режим Башара Асада, они сейчас мешают тому, чтобы восстановить страну. И они не снимают их. Вопрос с обеспечением правопорядка, как он сейчас налаживается? Я знаю, что создана рабочая группа, да, пишут Конституцию, но вот сейчас, вот в этот переходной, скажем, период, как это функционирует? Работает переходное судопроизводство в целом. То есть переходное судопроизводство – это то же самое, что и в Идлибе было. Вот. Насколько я знаю, судьи берут определенный масхаб, и на основе этого масхаба иджтихад уже делают, так судят между людьми. В основном, ну, судопроизводство так работает, пока определенной конституции единой нету. Фарук, расскажи, пожалуйста, еще об одной важной составляющей проблемы. Это вот также есть и у нас на деоккупированных территориях такой вопрос. Продовольственное обеспечение. Как оно сейчас здесь? Как с этим для обычных сирийцев? И
какая есть помощь от Украины вот в этом вопросе? Ну, первые дни после освобождения, насколько я знаю, Украина отправила тонны зерна и муки, насколько я знаю. Вот. Продовольственная, она через Турцию тоже заезжает, через соседние страны сейчас активно это стало заезжать. Иордания тоже, она сняла все пошлины с сирийских товаров, как заход в Сирию, так и выход, да, экспорт и импорт получается. Вот. Украина в первые дни очень сильно участвовала. Сейчас я не знаю, просто за новостями нам некогда, как ты понимаешь, следить. Вот. Но в целом участие принимал, да, активно. И соседние страны сейчас тоже активно принимают участие, потому что если сейчас экономическое положение не улучшить, здесь может быть просто катастрофа в этой стране. Ну, я здесь могу просто добавить, что Украина это в принципе один из крупнейших импортеров зерновых в мире, и очень много зерна уходило как раз в страны Ближнего Востока, в страны Африки. И сейчас я надеюсь, что возобновится поставка и в Сирию. Да. Фарук, спасибо тебе большое за разговор. Я искренне желаю сирийскому народу процветания, чтобы все складывалось как можно лучшим, самым лучшим образом. И спасибо тебе за твое время. Пусть у тебя все будет хорошо. Дякую вам дуже і закликаю вас підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах Instagram, Facebook, а також на наш канал в YouTube.